День защитников Отечества отмечается 23 февраля. Дата утверждена для того, чтобы чествовать воинскую славу России. Обсудим военные традиции, а также всенародно любимый праздник 23 февраля вместе с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Юрий Алферов, военный комиссар Кировского и Ленинского районов города Уфы. Юрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас поздравляем. Спасибо большое. И ваших коллег тоже, естественно. Расскажите, пожалуйста, а как вы ощущаете 23 февраля? Мы понимаем, что это всенародно любимый праздник для всех россиян. А как его чувствуют военные? Это особый день для нас. День, когда женская половина нашего коллектива поздравляет мужскую половину. Хотя я считаю, что этот праздник не имеет полового признака. У нас сейчас очень много военнослужащих женщин, которые проходят службу по контракту. Девушки после окончания школы поступают в высшие военные учебные заведения, получают военную специальность и проходят службу в офицерских должностях. Кроме того, сотрудники военного комиссариата, я думаю, это женщины прежде всего, имеют прямое отношение к этому празднику, потому что с них начинается жизненный путь в армию молодых людей. Это первоначальная постановка на воинский учет, это вопросы призыва и так далее. Современные защитники Отечества, кто они и какие задачи на них лежат? Современные защитники Отечества – это прежде всего плоть от плоти той армии, которая создавалась в России. Хотя это было заведено праздновать эту дату с 18 года, но я считаю, что традиции русского воинства уходят в историю гораздо глубже. Мы чтим традиции наших предков, и современная армия, она плоть от плоти той армии, которая была на заре молодой в свое время Советской России, потом Советского Союза и современной России. Вооружение? Вооружение, конечно, меняется. Если мы следим за новостями, очень много делается для перевооружения российской армии на более современные виды вооружения. Это касается не только ракетной техники, это и техника сухопутных войск, это техника связи, радиоэлектронной борьбы, авиация, флот. Все абсолютно рода войск подвержены реформированию, перевооружению. Давайте обсудим, как сегодня проходит служба. Мы понимаем, что Башкортостан – это один из регионов-лидеров в нашей стране, который ежегодно отправляет наибольшее количество призывников. Как вы оцениваете, как прошел осенний призыв, и немного про весеннего призыва? Осенний призыв прошел организованно, несмотря на пандемию. Принимались все меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. В целом республика выполнила установленное задание на 102%. То есть мы еще помогли соседним регионам, где были определенные трудности, и выполнили свое задание полностью. Для тех, кто впервые, может быть, слышит, что такое армия, расскажите, пожалуйста, про срок службы, как можно выбрать, в какие войска можно отправиться, как все происходит с самого начала. Военная служба по призыву составляет 1 год. Вообще, я считаю, этот срок достаточно небольшим, в плане того, что его хватает, чтобы освоить азы военной специальности, чтобы в случае, не дай бог, конечно, начала какой-то войны, военных действий по отношению к России, молодой человек, получив азы знаний военной специальности, смог стать на защиту своего Отечества. Кроме того, молодые люди имеют право на замену военной службы по призыву, 1 года службы по призыву, на 2 года службы по контракту. Но здесь есть определенные требования. Это обязательно наличие профессионального образования, среднего или высшего. Если есть диплом о профессиональном образовании, молодой человек может подать заявление в военный комиссариат, если он подлежит призыву весной, до 1 апреля, если осенний призыв, то до 1 октября. И в этом случае, конечно, мы идем навстречу и принимаем решение о замене службы по призыву, 1 года службы по призыву на 2 года службы по контракту. Что это дает молодому человеку? Прежде всего, это право выбора места службы, как правило. Второе – это денежное довольствие. Он уже получает не как призывник, военнослужащий по призыву, а как контрактник. Это достойное денежное содержание. Давайте службу по контракту мы обсудим чуть позднее, поподробнее. Если обсуждать медицинскую часть, то по каким показаниям могут дать отвод? По состоянию здоровья все это определено 565-м постановлением правительства, расписание болезней, с которыми
молодые люди освобождаются от призыва. Там все расписано. Кроме того, у нас существует такое понятие, как годность к военной службе. А годен к военной службе здесь, я, как говорю призывникам, это космонавт. То есть без всяких ограничений он может служить в десантных войсках, на флоте. Молодые люди, которые имеют некоторые заболевания, то есть годен к военной службе с незначительными ограничениями, конечно, право выбора вроде войск уже ограничено. Как правило, это у нас сухопутные войска, войска связи, авиация, имеется в виду военно-воздушные силы или ВКС, это, естественно, не летчик, это обслуживающий персонал. Вот такие ограничения существуют. Служба по контракту. Что интересного здесь? И много ли девушек выбирают такое для себя занятие? Да, я не могу сказать в абсолютных цифрах, но достаточно много, потому что оформление войсковые части, допустим, проходят через военные комиссариаты, и мы это видим воочию. Девушки выбирают военную службу по контракту. Опять же, это зависит от той специальности, которую они получили в учебных заведениях. И если эта специальность востребована в той или иной части, командир дает отношение, и мы оформляем такую девушку на военную службу по контракту. Кроме этого, сейчас проходит набор девушек, выпускниц школ, высшие военные учебные заведения. Прежде всего, конечно, это экономические специальности, Московская академия. Это медицинские специальности. Академия в Санкт-Петербурге готовит специалистов связи, куда тоже принимаются девушки. Вот это основные направления, где востребованы девушки-военнослужащие. Юрий Николаевич, может быть, необычный такой вопрос. Вот в вашем понимании, вы все-таки в мужском коллективе тоже в большей степени, и армия это в большей степени это мужское общество, да? Вот настоящий мужчина, кто это? Для меня настоящий мужчина – это прежде всего защитник. Это не высокопарные слова, но любой мужчина должен быть готовым защитить себя, защитить свою семью, защитить мать, жену, детей, внуков. То есть мужчина – это защитник. И научиться этому можно в армии? Естественно. Освоить оружие, вооружение, технику современную и быть готовым стать на защиту, прежде всего, своей семьи, своего дома. Давайте поговорим про вашу историю личную. Почему вы выбрали свою жизнь связать именно с военной службой, да? И изменилось ли, когда вы молодым были, начинали, и как сейчас все строится? Я не знаю, насколько это специфично, честное слово, обучаясь в школе, заканчивая школу, у меня не было мечты, не было мысли, что я стану военным. У меня была мечта поступить на юридический факультет в Башкирский государственный университет. Но в то время было обязательным требование – это служба в армии. То есть, как правило, туда принимали студентами только после прохождения военной службы. Пошел по призыву. Хорошие командиры попались, которые... и действительно, мне понравилось, что есть порядок, есть четкость. Ежедневно я знаю, что я буду делать завтра, что я должен сделать, что от меня требуется. И эта организация, когда все расписано по полочкам, когда можно проявить разумную инициативу, и это, наверное, послужило тем толчком, когда я принял решение поступить в военное училище. Успешно закончил его, проходил службу в Киевском военном округе, выполнял internationальный долг в Афганистане, принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. И с 1999 года прохожу службу в системе военных комиссариатов. Если не ошибаюсь, вы еще участник военных действий в Афганистане. Да. Расскажите, пожалуйста, как раз был день памяти тех, кто отдавал воинский долг за пределами нашей страны. Что этот день значит для вас и как вы сегодня понимаете те события? 15 февраля мы отмечали эту дату, 32-я годовщина со дня вывода войск из Республики Афганистан. Для нас, афганцев, это прежде всего понятие боевого братства. Это возможность встретиться со своими боевыми друзьями, пообщаться, посмотреть друг другу в глаза, узнать, что нового. Это боевое братство, сплоченность воинского коллектива, она жива в нас до сих пор, во всех афганцах. В принципе, это присуще даже тем ребятам, которые прошли просто службу в мирное время.
армейское братство, армейская дружба, она на долгие-долгие годы. Помогает такая дружба в жизни? Обязательно, конечно. Это поддержка в трудную минуту, это где-то советы. Можно обратиться за помощью, за советом к более опытным товарищам. Это очень здорово. И ваши рекомендации тем, кто еще не был в армии, но, возможно, раздумывает, идти ему или нет, и тем мамам, которые переживают за своих сыновей? Ну, как я уже говорил чуть ранее, служба по призыву всего 1 год. Это небольшой срок. Но что она дает в последующем, многие сами убедились на собственном опыте. Сейчас работодатели, я не говорю уже о государственной, муниципальной службе, нормальные предприятия, организации, они смотрят, кадровые работники, прежде всего на то, проходил молодой человек службу в армии или нет. Служба в армии дисциплинирует. Она учит молодого человека именно дисциплине, когда он четко выполняет поставленные задачи, он знает, что это такое, что значит уметь подчиняться, что значит уметь отдавать распоряжения. Я думаю, это большой опыт службы в армии, хотя всего год. И в последующей жизни, в профессиональной деятельности она обязательно молодому человеку пригодится. Спасибо большое, Юрий Николаевич. Поздравляем в вашем лице всех военных с праздником 23 февраля и желаем, самое главное, здоровья, потому что 2020 пандемийный год показал, насколько это ценно. Спасибо большое. Спасибо, Всех Юрий Николаевич. С праздником. С праздником, да. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Мы говорили о Дне защитников Отечества и в целом о военных вместе с военным комиссаром Ленинского и Кировского районов города Уфы Юрием Алферовым. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.